Салам алейкум, хурматле милләттәшләр, һаумыгыз дуслар. Здравствуйте, уважаемые сторонники независимого Башкортостана, подписчики моего канала. Прежде чем начну, прошу вас подписаться на мой канал, кто еще не подписался, поставить лайки, помочь в распространении данного видео, пишите в комментариях, обсудим сегодняшнюю тему. А сегодня я хотел бы поговорить о том, что на самом деле для чекистов, для вот той ФСБшной мафии, которая захватила власть в стране, в России, кто для них на самом деле враг? Хорошие русские или сторонники распада России? Давайте представим, что путинский режим рухнул, Путина нет, нету всей его приближенной вот этой верхушки, вот этой банды, и к власти пришли хорошие русские. И вот эти Ходорковские, Кацы, Певчих, Юлия Навальная, ну и так далее. Вот вся вот эта вот псевдолиберальная тусовка. Они пришли к власти. За что они выступают сейчас? И за что они всегда декларировали, выступая за единую и неделимую Россию? То же самое путинский режим делает. Он выступает за единую и неделимую Россию. Мало того, он даже старается ее расширить, нападая, захватывая другие территории. Если к власти придут хорошие русские, и раз они стараются сохранить единую и неделимую Россию, значит, они будут стараться контролировать всю эту территорию, всю эту огромную территорию, миллионы квадратных километров. Я напомню, что Россия — это самая большая страна в мире. Для того, чтобы контролировать всю эту большую территорию, всех этих людей, больше 100 миллионов человек, все эти регионы и, конечно же, национальные республики, и в первую очередь контролировать ресурсы, для этого им нужен такой орган, который будет контролировать. Так, придя к власти, конечно же, они разгонят сперва ФСБ, МВД, посадят верхушку ФСБшную, люстрируют ее, потом, конечно же, амнистируют очень быстро. Но сперва они избавятся, да, от всех структур. Но тут же, конечно же, создадут новую структуру, новый контролирующий карательный орган, который будет помогать им контролировать, как я сказал, всю эту огромную территорию, и эти национальные республики, которые будут, конечно же, стараться э, бороться за свою независимость, за свою самостоятельность. Их надо будет контролировать. Конечно же, нужно будет поставить под контроль те огромные ресурсы, природные ресурсы, которые будут обеспечивать жизнедеятельность этих хороших русских, этого режима, да, уже хорошего режима хороших русских. Поэтому они создадут новый орган, переименуют его, назовут как-то по-другому, там, Служба безопасности прекрасной России будущего или еще как-то. И привлекут кого туда? Конечно же, специалистов, тех, кто умеет делать, кто умеет контролировать, кто умеет следить, кто умеет заводить уголовные дела. Это среднее и низовое звено ФСБ, МВД, ЦПЭ, ну и другие вот эти все силовые контролирующие карательные органы. То есть все они найдут работу у хороших русских. Хорошие русские будут вынуждены к ним обращаться. Тем более цели, как я сказал, у них совпадают. Сохранить контроль над страной. И что потом произойдет? А потом произойдет то, что вся эта ФСБшная структура, реорганизованная, переименованная, но сохранившаяся, просто поменяв маску, как когда-то с КГБ на ФСБ, они захватят власть снова. Потому что сегодняшние хорошие русские, вся эта псевдолиберальная московская тусовка, это травоядные политики. Это люди, которые сегодня даже не могут нормально стать на сторону Украины. Не могут призвать западных политиков, чтобы они помогали с оружием. Не могут создать свою российскую вооруженную армию за границей, чтобы она воевала против режима Путина. Они выступают только за мир, за скорейшее остановление войны, за то, чтобы
Россия вернулась к границам 91 года, отдать Крым, отдать Донбасс Украине, и на этом все. И то некоторые вот там насчет Крыма сомневаются. Надо ли отдавать, может быть, стоит провести референдум. Так вот, вот эти люди, они не способны на жесткие какие-то а, меры. Поэтому те, кто способен на жесткие меры, а это вот чекисты, конечно же, они сожрут, рано или поздно поставят под свой контроль всех этих хороших русских. Тем более их есть за что цеплять. На них огромная куча уже компромата есть. И будет. Потому что хорошие русские также будут стараться воровать. Они сейчас даже между собой не могут договориться. Сжирают друг друга. Воюют друг с другом. Не могут объединиться. А там-то тем более, придя к власти. Поэтому для сегодняшнего чекистского режима хороший русский — это нормальный расклад. Конечно же, самому Путину они не нужны, невыгодны, и он прекрасно понимает, что в случае прихода к власти вот этих хороших русских, псевдолибералов, ему придет конец, его посадят всю его вот эту верхушку, всю вот эту банду, да, которая там вокруг него есть. Поэтому для него, конечно же, они враги, поэтому он и убил Навального. Потому что он осознает опасность. Но нет никакой опасности для среднего звена. Нет никакой опасности для среднего звена ФСБ, МВД, ЦПЭ. Для них нету опасности от хороших русских. Они прекрасно знают, что с приходом их, они сохранятся. Они останутся у власти. Но в каком случае они не сохранятся, не останутся у власти никогда? Если победим мы, сторонники распада России, сторонники создания независимых государств. В этом случае вся эта огромная мафия, контролирующая сегодня Россию, она распадется, она уничтожится, она ликвидируется. Потому что создастся десятки независимых государств, где будут свои какие-то органы, силовые органы, карательные органы. И они уже между собой начнут конкурировать, возможно, где-то враждовать. Каждый будет преследовать свои собственные интересы своего собственного государства. Их будет десятки, 20, 30, 40 таких государств. У каждого будет своя структура. Все, вся эта огромная машина, вся эта огромная мафия, она просто будет ликвидирована распадом России. И они прекрасно понимают, сегодняшние чекисты, сегодняшние, кто стоит у руля, они прекрасно понимают это. И поэтому они знают, что главный враг для них — это сторонники распада России. Но никак не хорошие русские. Вот и все. Поэтому те, кто хочет, чтобы в будущем мафия эта не вернулась к власти, помогайте сторонникам распада России. Помогайте тем, кто выступает за независимость своих государств. Хорошие русские, они вернут мафию, чекистскую мафию к власти рано или поздно. На этом все. Спасибо. До свидания. Au revoir.